Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот наши темы сегодня. Унес крыши, валил деревья. За считанные минуты все здесь оказалось на земле. Пока мы бежали, дождь лил очень сильно. Как в Татарстане устраняют последствия урагана? Филюза Хамидуллина. Лицензии для многих полигонов не получены, договора не подписаны. Они никак не хотят принимать наш лимит, а для нас эти нормативы очень высоки. Что нам делать в этом случае? Какие вопросы вызывает мусорная реформа, знает Сергей Хайдаров. Даже 3 богатырям понадобилась помощь. Увидели, что началось движение, никто не трогнул, и, как уже было отмечено, никто не забрал свои паи или свои средства обратно, значит, мы на верном пути. Получат ли дольщики свою долю в новых домах? Об этом Алия Хайрудинова. Международная помощь. Для того, чтобы предотвратить возникновение аварийных ситуаций. То, что их не было, это замечательно, но действительно износ достаточно высокий. Как Банк реконструкции и развития помог Челнинской канализации, узнал Дмитрий Аренин. Переворачивал автобусные остановки, оставил дома без крыши, повредил автомобили. Это все последствия разгула сильного ветра на берегах Волги. В Башкирии от удара молнии погибла женщина. В Ульяновске затопило дороги. От стихии пострадали и 4 района Татарстана: Альметьевск, Лениногорск, Дрожжино и Бугульма. Сегодня там приступили к восстановительным работам. С чего начали, увидела Филюза Хамидуллина. За считанные минуты все здесь оказалось на земле. Пока мы бежали, дождь лил очень сильно. Это школа в селе Урмышле. Учитель Уршаня Илудинова с ужасом вспоминает вчерашний день. Внезапно все вокруг потемнело и поднялся сильный ветер. Детей в пришкольном лагере, к счастью, уже не было. И начался сильный ветер. Начал падать шифер вот здесь. Мы в шоковом состоянии вбежали в коридор школы. И такой треск послышался. Мы побежали, там окно разбилось. Произошел очень резкий штормовой ветер, в результате чего по всему селу было снесено несколько крыш домов. Эпицентр пришло на школу. Это школа 1971 года, и с тех пор не было капремонта. В непогоду крыши и так протекала, признаются учителя. За 48 лет балки и шифр устарели так, что ураган снес их за считанные секунды. Ливень начался. И вот мы, кто здесь были сотрудники, все прибежали. Ну, что есть, из подручных средств ведра поставили. Текло с крыши так, что не помогли даже ведра. Пострадали и кабинеты. Разбились несколько окон. Площадь поврежденной части кровли 200 квадратных метров. Перекрывать крышу здания будут полностью. Завершить ремонт планируют до 1 сентября. На сегодняшний день ущерб оценивается приблизительно 4,5 миллиона рублей. Мы сами выехали строители, они посмотрели, оценили. На сегодняшний день составляют смету. Со стороны администрации главы района ищутся финансовые средства. Сильный ветер разыгрался еще в 4 районах республики. Помимо Лениногорска бушевал он в Дрожжином, Бугульме, Альметьевске. Результат: без крыши остались 10 объектов. Школы, жилые дома, сарай. Искореженный металл. Летел настоящий рядом машины. Погибших, пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы, ведется поиск подрядчиков и также подготовка необходимых материалов для того, чтобы восстановить поврежденные кровли. Синоптики предупреждают, погода снова может испортиться. Прогнозируют ветер до 15-20 метров в секунду. Во время стихии советуют быть подальше от рекламных щитов, высоких деревьев и шатких построек. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Лениногорский район. Каждый 4-й мусорный полигон в Татарстане не получил лицензию, а юрлицы не спешат подписывать договор. Это лишь часть проблем, которые сегодня обсудили в Росприроднадзоре. Почему так происходит и что тормозит мусорный прогресс, расскажет Сергей Хайдаров. Раз в квартал собираемся, уже стало такой доброй традицией. Я сегодня даже немножко удивлен, что сегодня телевизионщиков столько приехало. Полный зал журналистов, представителей Росприроднадзора, управляющих компаний и предприятий Татарстана. Мусорной реформе уже полгода, но, как оказалось, готовы к прогрессу не все. Сейчас в республике 49 действующих полигонов, 12 из них до сих пор не получили лицензию на работу. Конечно же, эта проблема достаточно серьезная для регионального оператора, поскольку увеличивается плечо транспортировки отходов, соответственно, увеличивается стоимость оказания услуг рекуперации. Полигона один вопрос, другой – это бездействие многих республиканских предприятий, то есть юрлиц. Договоры на вывоз мусора с региональными операторами, которых в республике всего 2, подписала только половина из них. В итоге экологи находят новые несанкционированные свалки. Отсутствие договора с рекоператором или отказ от его заключения
влечет за собой предусмотренную законом ответственность. Плату за оказание и неоплаченные услуги рекоператор имеет право изыскивать в досудебном и судебном порядке. Вот тут-то зал и проснулся. Представители предприятий стали задавать вопросы. Оказалось, некоторые и рады заключить договор, но просто не могут. Они нам выставляют по нормативу, а у нас есть лимит. И они никак не хотят принимать наш лимит, а для нас эти нормативы очень высокие. Что нам делать в этом случае? К сожалению, лимиты не предусмотрены для расчетов. Мы тоже этот вопрос поднимали. Или норматив, или факт. Со временем таких нюансов и вопросов в мусорной реформе должно стать меньше. А вот у предприятий отсидеться не получится. За отказ подписывать договор с рекоператором для юрлиц предусмотрен штраф до 1 000 000 рублей. Сергей Хайдаров, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. На свалку села Прости Нижнекамского района приехали геологи. Специалисты ведут исследовательские работы. Мы уже не раз рассказывали о пожаре на этом полигоне. Последний был в мае. Несколько дней на территории в 35 гектаров тлели резинотехнические изделия не только на поверхности, но и под землей. Работы по устранению последствий решено начать с рекультивации. Она запланирована на 2020 год. Пока геофизики провели съемку всей площади свалки, чтобы узнать общие объемы загрязненного грунта. Мы пробурили практически по всей территории этой свалки, и масштабы загрязнения колоссальные. Также за пределами свалки, где вот в данный момент уже растут деревья, там тоже погребены отходы. Мы будем сейчас следить за ходом проведения работ, за результатами анализов. Мы должны посмотреть, какой состав, чтобы в рамках рекультивации определить дальнейшую утилизацию тех или иных веществ. От обманутых до счастливых. Речь о дольщиках жилищного комплекса «Три богатыря». Сегодня здесь заселили второй дом. 555 новоселов обживают квадратные метры и планируют ремонт. Но еще 2 года назад стройка была заморожена. Тогда вмешались представители общественной палаты и контролировали стройку до самого конца. Какие комплексы еще в поле зрения общественников, узнавала Алия Хайрудинова. С высоты птичьего полета вид на любимый город. Уже через месяц Фазыл Ахмедянов планирует завершить ремонт в своей двушке. Не обманутым, а счастливым дольщиком второго дома комплекса «Три богатыря» он чувствует себя уже год. Никаких проблем здесь не было. Быстро и качественно делали ремонт. Построили этот дом. Это сейчас все в порядке. Жители первого дома помнят, как в 2017-м надежда получить не только квартиры, но и вложенные деньги таяла. Первая фирма-застройщик тогда попала в кредитную кабалу банка банкрота. Вовремя вмешались представители общественной палаты. Стройка началась. Первое, что сделал, я предложил всем дольщикам получить деньги и выйти из этого строительства. Я сам ее начну строить, но в связи с тем, что стройка стала 2 года, будут какие-то задержки из-за этого. Никто деньги назад не получил. Все поверили. Общественники выезжали на объект, организовывали круглые столы с новым застройщиком и регулярно на таких встречах знакомили жителей с ходом работ. И вот через год ключи от 555 квартир. Люди внесли свои деньги, стройка стоит. Вот самая главная проблема. То есть неверие людей в успешное завершение объекта, поэтому отсюда нервничают, отсюда инфляция. Это не единственный проблемный комплекс в Татарстане. Жилой комплекс Новый Куюки у нас есть проблемный, да. У нас есть жилой комплекс Ишлейк, это Пестричинский район, где по программе «Молодая семья» встало строительство. Мы с ними работаем. А счастливые новоселы «Три богатыря» уже думают облагородить двор. Это пока во дворе машины жители новостройки подписали петицию, чтобы в их двор машины вообще не заезжали. Но это после полного заселения. А в это время уже идет строительство 3-го дома. 12 из 22 этажей красуются. Их достраивает та же компания. Общественники будут доводить и эти объекты до конца. Алия Хайрудинова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Всемирная помощь и уникальные технологии. В Челнах Международный банк реконструкции и развития финансирует модернизацию главного канализационного коллектора. Выделено более 1 миллиарда рублей. Сегодня в город приехала специальная комиссия, чтобы понаблюдать за процессом. Почему финансисты решили помочь челнинцам и что придумали, чтобы горожане избежали возможных аварий в будущем, узнал Дмитрий Аренин. На замену старым трубам прямо в них же винчивают новые. Для этого коллектор раскопали через каждые 200 метров. Вниз рабочие спускаются в спецодежде, где главный атрибут – респиратор. Это же канализация еще и действующая, это первое.
Ну и второе, погода, лето, жарко. Главный коллектор Автограда был построен 40 лет назад. Трубы диаметром 3 метра протянулись на десятки километров. Благодаря новым технологиям не пришлось перекапывать весь город. В соответствии с проектом города здесь должна быть дублирующая нитка, которую в свое время не построили. И, по сути дела, город на одной нитке. Значит, проводить ремонтные работы без остановки коллектора, мы долго искали эту технологию, которая бы позволила нам сделать это. На этот проект выделено почти 1,5 миллиарда рублей. Все за счет Международного банка реконструкции и развития. Набережные Челны попали в список 10 российских городов, кому оказывают такую помощь. Как на деньги банка организовали работу, специалисты финучреждения приехали посмотреть воочию. Первое впечатление: площадка организована очень хорошо. Незаметная, может быть, на первый взгляд для жителей работа, но которая очень важна для того, чтобы предотвратить риски каких-то аварийных ситуаций и, даже не побоюсь этого слова, экологических катастроф. Как говорят специалисты, старые бетонные трубы пришли в негодность уже на 80%. За обновление взялись в прошлом году. Сейчас, по словам мэра города, работы выполнены на 80%. Водоснабжение, дальнейшее развитие города и жилищное строительство, и не только жилищное строительство, объекты социально-культурной сферы невозможно. Для большей надежности новые пластиковые трубы снаружи укрепляют специальным раствором. Как говорят, гарантия им дается как минимум на 50 лет. Дмитрий Аринин, Шатаюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Театр начинается не только с вешалки, но и с рекламы. Проверяют, не рекламируют ли Славутки на электронном рекламе какие-нибудь папиросы. Какие проблемы сегодня беспокоят театральных деятелей республики, узнавала Зарина Ахметова. В Казани начались съемки цикла программ про Татарстан. С финским ведущим и режиссером пообщалась Лилия Кашфарова. По итогам визита в Казань президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова начались переговоры о поставке в эту страну татарстанских вертолетов «Ансат». Об этом сегодня рассказали в программе правительства. Напомним, туркменский лидер посетил нашу республику в воскресенье. В Кремле подписали 6 соглашений. Так, КАМАЗ договорился поставить в Туркменистан 2000 автомобилей. Татнефть поможет своими технологиями для нефтедобычи, а вузы республики ждут больше туркменских целевиков. Также, возможно, Татарстан будет производить для Туркменистана туристические суда и самолеты для сельхозавиации. И буквально недавно на Ципре, если вы обращали внимание, был заложен камень в производство такого завода на территории Иннополиса, который в последующем будет заниматься производством самолетов такого сельхозназначения. К другим темам. Сегодня в Татарстане прошли антитеррористические учения. По сценарию террористы захватили в Казанском танковом училище заложников и устроили взрыв на складе оружия. От переговоров они якобы отказались. В итоге заложников освободили, а последствия теракта ликвидировали. В результате учения оперативный штаб отработал взаимодействие с органами власти, экстренными службами и другими ведомствами. 30 раскрытых каналов поставки, почти 80 килограммов изъятых наркотиков за эти полгода. Сегодня, в канун Международного дня борьбы с наркоманией, журналистам рассказали об активации преступных групп. В МВД отмечают, с начала года закрыли 4 нарколаборатории. Это на фоне того, что в 2018 году зарегистрированных наркоманов в республике стало меньше почти на 2%. Родителям заметить неладное в поведении детей стало сложнее, говорят врачи. Все дело в том, что новые психотропные вещества внешне практически не выявляются. Еще один факт. Некоторые татарстанцы приезжают из отпусков наркоманами. Причина в мягких законах в Европе. Приводим примеры тех стран, где, допустим, легализована марихуана. И вот только что я беседовал с молодым человеком, он стал активным потребителем марихуаны во время отдыха в Испании. То есть там в ряде мест легализовано потребление марихуаны, и он за 1,5 месяца вернулся оттуда уже законченным потребителем наркотиков. Доступность в интернете химических реактивов приведет к тому, что и на территории Республики Татарстан будут действовать и возникать лаборатории. Наш прогноз, могу сказать, что подтверждается. Уже в этом году мы ликвидировали 4 подпольных лаборатории. Татарстанские пациенты уезжают в Чувашию, Башкортостан, а вместе с ними из республики утекает 1 600 000 000 рублей. Подробности читайте в интернет-газете «Реальное время».
Дом обветшал, пол проваливается, электропроводка повреждена. Семья из Мензелинского района нуждается в помощи добрых людей. Денег им хватает только на еду и оплату коммунальных услуг. В семье есть инвалиды. Вся надежда на неравнодушных. Как можно помочь, узнала Вероника Гайнудинова. 9-летний Владислав передвигается только с помощью специальных ходунков. Но даже такие небольшие шаги в тягость. Силы есть. Пол неровный, большие щели. Из-за этого и падает постоянно. Не замечал вот это и падаю. Вот так вот я падаю, живот вот сюда и рукой. Ехали, когда маленькая дырочка была. Вон что пошло. В этот дом в деревню Усаево Мензелинского района семья переехала из Челнов. Там жили в маленькой квартирке. В семье 5 человек. Елена Юдина с детьми и внуками. Месячный доход всей семьи 29 тысяч. Практически все деньги уходят только на еду и лекарства. Семья просит помочь неравнодушных собрать средства на ремонт. Мы относимся к категории малоимущая семья. У нас в семье 2 инвалида. Я инвалид 3-й группы, внук ДЦП. Помогите. Но выхода нету. Внук ходишь, спотыкается. Зимой очень холодно. Везде стелим ковры. Старший сын в 2 носках иногда даже. Просим помощи, чтобы помогли неравнодушные. Менять. Нам не надо менять. Нам просто стройматериал. Мы сами своими силами все сделаем. Есть проблемы и с электропроводкой. На ее замену тоже нужны деньги. С этим семья сама не справится. Нужно нанимать рабочих. По подсчетам Елены Юдиной, на все работы и материалы нужно чуть больше 200 тысяч. Они очень надеются на помощь добрых людей. Реквизиты на экране. Наши телезрители уже помогли семьям Житковых из Нижнекамска и Аскаровых из Камского устья, оставшимся на улице после пожара. Вероника Гайнудинова, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Мензелинский район. Профессиональных кадров не хватает, а баннеры для афиш стоят чересчур дорого. Эти и другие проблемы театров Татарстана сегодня поднимали в Казани, Атнинском районе. Здесь состоялось выездное заседание Комитета Госсовета Республики по образованию, культуре, науке и нацвопросам. Депутаты и руководители театров обсудили реализацию закона о театрах и театральном деле. Почему возникают сложности в искусстве, узнала Зарина Ахметова. Сценический костюм артистов, их фотографии, первые афиши и программы театра, личные вещи актеров и даже их дневники. Все это хранит музей Большого драматического театра имени Качалова. Здесь на территории в 3 этажа хранится более 2 веков истории. Сегодня с ней познакомили и депутатов. По словам худрука театра, музей не всегда был в таком виде. Одна комната была, в которой лежали все просто бумаги, газеты. А это уже Атнинский государственный драмтеатр. Пока на сцене артисты готовятся к премьере, в малом зале говорят о работе театров. Количество премьер в государственных и муниципальных театрах республики в прошедшем году составило 84 спектакля. Еще 6 лет назад этот показатель достигал всего лишь чуть больше 50. То есть в 1,5 раза у нас мы чаще выпускаем премьеры сейчас. Такому росту способствовал закон о театрах и театральном деле, который приняли в республике 3 года назад, а также проект «Малая Родина» партии «Единая Россия». Часть вопросов они помогли снять, но, к примеру, до сих пор не хватает профессиональных кадров. Сценографы нам нужны, значит, бутафоры, световики, звуковики, вот дизайнеры, потом маркетинг, вот это у нас хромает. Не просто разместить афишу спектакля, на аренду баннера приходится тратить миллионы. Эта проблема уже давнешняя, мы с ним каждый раз сталкиваемся, но мы никуда не можем уйти, естественно, мы соглашаемся на такие суммы, к сожалению, большие. Нам приходят, проверяют, не рекламируют ли Славутки на электронном рекламе какие-нибудь папиросы или свои дела. То есть нас мучают. Плюс ко всему, с июля у распространителей билетов обязательно должен быть кассовый аппарат. Денег на него уходит много. Так продавать билеты театрам невыгодно. Все озвученные проблемы депутаты вынесут на обсуждение. В скором будущем соберемся в нашем комитете с приглашением, с участием представителей мэрии и городов нашей республики, Кабинета министров, Министерства культуры, аппарата президента, естественно, депутатов. Будем обсуждать этот вопрос. Это решение депутаты поддержали. Зарина Ахметова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань, Атнинский район. На финском, а татарстанском актер и режиссер Вилли Хапасал начал работу над циклом программ о нашей республике. 10 выпусков по 26 минут покажут в скандинавских странах. Съемочная группа уже успела побывать в Казанском Кремле, на Сабантуе, впереди Елабуга, Болгар и Свияжск. Что привлекло внимание телеведущего из Финляндии, спросила Лилия Кашфарова.
татарской столице 2 дня запас селфи на всю жизнь. Финского актера и режиссера Вилиха Апасала узнают в Казани и признают по всей России. Причина визита – съемки. В процессе подготовка 10 выпусков по 26 минут. И это все о Татарстане. Названия пока нет, но... Ну там слово «Татарстан» есть точно. Тут без этого как-то никак. Цель – рассказать о местной рыбалке, кухне, традициях и, конечно, людях. Столько народов, которые, живет в этой, как-то области, 130 с чем-то, по-моему, да? Национальность, да, живут. И мирно живут. И разные религии. И это просто такой показатель в сегодняшнем мире, что это дорогого стоит. Особенно гость отмечает народные кушанья. Уж очень ему понравились национальные пироги. Но это он еще не пробовал татарские сладости – чак-чак и баурсак. Чтобы попробовать, на съемочную площадку в музей Чак-Чака команда Вилли уже успела отснять Сабантуй и Казанский Кремль. Маршрут – Булгар, Свияжск, Тетюши, Челны, Елабуга и Чистополь. Вилли у себя на родине такой национальный герой, которого прям прислушиваются. Это даже было видно по небольшим там роликам. Финны, они очень много путешествуют, и в том числе выбирают путешествия с культурно-познавательными целями, коими как раз-таки является и наша Республика Татарстан. 3 июля съемки закончатся, но для Швеции, Норвегии и Дании знакомство с Татарстаном только начнется. Лилия Кашварова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Карибские истории. С таким альбомом в эти минуты на концерте «Летний джаз» в Казанской ратуше выступает Сами Тьебо. Музыкант приехал специально из Франции. Зрители буквально отправляются в путешествие по берегам Кубы, Ямайки и Луизианы. Вместе с ними сейчас работает наш корреспондент Салават Мухаммадуллин. Салават, здравствуй. Чем удивляют гости из Франции? Алексей, я думаю, сейчас можно немного и пританцовывать. Первая страница карибских историй открылась буквально полчаса назад. Пустых мест вообще нет. Зрители вот здесь и на балконе. Что касается самого концерта, то на сцене у нас французский саксофонист Сами Тьебо. И вот я, конечно, не эксперт, но, по-моему, здесь в его репертуаре смешались и джаз, и блюз, и вальс, и ча-ча-ча. В общем, целый такой приятный, необычный микс. И, конечно, это лучше один раз послушать и увидеть. Поэтому сейчас я предлагаю немножечко посмотреть отрывок концерта. Как я уже говорил, солирует сегодня французский саксофонист Сами Тьебо. Вместе с ним приехала его и группа прямиком из Франции специально для нас. Как отмечают сами музыканты, в альбоме, который писали около 2 лет, смешалась музыка и Кубы, и Пуэрто-Рико, и Венесуэлы, и, конечно, родина джаза Луизианы. И вот перед самым началом концерта нам удалось пообщаться с Сами Тьебо, и сейчас я предлагаю его послушать. Я очень рад оказаться здесь по приглашению Французского альянса и Французского института в России. С удовольствием представлю здесь свой новый альбом «Карибские истории». В представленной в этом альбоме музыки я постарался показать слияние и истоки джаза, а они идут от карибских мелодий. Действительно, под эту музыку хочется уехать в какое-нибудь путешествие. Кстати, о путешествиях. Этот же концерт увидят в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Саратове. Ну а на этом у меня все. Алексей, передаю вам слова. Спасибо, Салават. Это было включение из Казанской ратуши. На этом наша программа заканчивается. Далее информация о погоде на завтра, после чего на ТНВ «Вызов 112». Я прощаюсь с вами до следующего выпуска в 21:30. Всего вам доброго. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Татарстанские боксеры – победители турнира Всероссийского общества «Динамо». В чемпионате в Казани приняли участие 119 спортсменов из 23 российских регионов. По итогам соревнований сильнейшей командой была сборная Республики Татарстан. Отличились татарстанцы и в личном первенстве – 4 золотых и 3 серебряных медали. На втором месте – представители соседнего Башкортостана. Замкнула тройку призеров команда Московской городской организации. На кону была путевка в основную сетку. Все победители выступят на чемпионате России по боксу.
Другим темам. Днем они возводят дома и строения, а вечером играют в футбол. В Казани впервые прошел Кубок строительного управления по мини-футболу. 8 лучших организаций своей отрасли на поле выявили сильнейшего. Чемпионов определяли только по серии после матчевых пенальти. В результате матча на вылет обладателем золотого кубка стал коллектив «Ферекс». Вторая строчка у команды Минстроя. Бронзу поделили Акбарс Девелопмент и Казметрострой. В серебряном кубке не было равных информационным партнерам турнира коллективу ТНВ. Следующий кубок корпоративного спорта назначен на 20 июля. Пока у команд основных организаций нашей республики есть время для подготовки к новому чемпионату. После работы, после тяжелой работы, удается найти время для активных занятий, для занятий спортом. И в завершении к новостям стендовой стрельбы. На проходящем в Липецке первенстве России среди юниоров спортсмены из Татарстана увеличили число завоеванных наград до 8. Во второй день состязаний наши заняли первое место и второе место в миксе на траншейном стенде. Александр Лукаянов и Алина Ахатова стали обладателями золотой медали. До этого Ахатова и Абдурахманова получили золото в составе татарстанской команды. А Ахатова еще и взяла бронзу в личном зачете. По результатам прошедших в рамках первенства России соревнований по трапу в активе сборной Татарстана 8 медалей. 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. О погоде через минуту. В Данил Мастер новая акция. Не пропустите. Только в июне. При заказе шкаф-купе, комод в подарок. Подробности уточняйте по телефону 2 167 166. Наш адрес – Казань, Восстание, 23. Вы постоянно смотрите в монитор. В глазах песок и жжение. Инновационный комплекс «Оптимак» защитит сетчатку глаза от вредного излучения. «Оптимак». Смотри на мир легко. Спонсор показа – инновационный комплекс для защиты и улучшения зрения «Оптимак» от группы компаний «Биотек». «Оптимак». Смотри на мир легко. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики весь день будет идти дождь. 16-17 градусов выше 0. На северо-востоке Татарстана днем до плюс 17. Велика вероятность осадков. На севере Татарстана пройдут дожди, плюс 17. На северо-западе республики аналогичная ситуация. Прохладно и сыро. На юго-западе Татарстана облачно, не исключены осадки, плюс 18. В центре Татарстана, как и по всей республике, будет дождливо, 17-18 тепла. Спонсор прогноза погоды – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В «Доктор Ост» обращаются с самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 30 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в «Доктор Ост», убедитесь, что вернуться к жизни без боли – это просто. Цветоводы Казани приглашают всех на ярмарку цветов во Дворец химиков 26-27 июня. Приобрести посадочный материал и получить консультации специалистов вы сможете с 10 до 18 часов. В Казани будет облачно, велика вероятность осадков. 17-19 тепла. Ветер порывистый. Атмосферное давление и влажность воздуха в норме. В магнитном поле Земли спокойно. Жилой комплекс «Грин» – это свежий воздух и речка рядом. Это 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе. Это последние квартиры в сданном доме и выгодные цены. Звоните в ЮИТ 233 03 03. Вкусные цены на квартиры в сданном и строящихся домах. Жилой комплекс «Грин» от ЮИТ. 5 минут от Агавы на проспекте Победы. Торопись, зеленее не будет. 233 03 03.